Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Иглинскому району. Иглинский район знаменит своим историческим наследием. Недалеко от деревни Шипово башкирские археологи обнаружили уникальное захоронение молодой девушки в свадебной одежде. Оно датировано эпохой раннего железа, около 2400 лет до нашей эры. Административный центр Иглинского района, село Иглино, расположено в 20 километрах от Уфы. Но первый объект в рабочей поездке Ради Хабирова не районный центр, а средняя школа в селе Ахлебинино. Ее построили еще в 1939 году. Недавно часть здания признали аварийным и закрыли. Здесь у нас, хочу показать, школьную столовую. С 2007 года у нас 9 часов занятий ведутся. Одна смена. Детей 100 на сегодняшний день. В Ахлебино дошкольного возраста детей 67. Проходите. Вот после первого урока для детей у нас завтрак. После второго урока завтрак для детей из малообеспеченных семей. После третьего урока питаются обед для детей по родительской плате. И после четвертого урока питаются дети из ОВЗ, для которых обед. Это за счет бюджетных средств. Кормят детей РЭПО наши. Пока кондитер с ними третий год работаем. Они здесь готовят или привозят? Полуфабрикаты привозят. Здесь доготавливают. Повара работают здесь. В этом году, вернее, в начале года приобрели новый жарочный шкаф, мармит. Мы стараемся создать все условия для детей. Но вот хотим показать гимнастический манеж. В 2016 году здесь сделан капитальный ремонт. Был раньше холл. Да. Этот холл приспособили под спортзал. Спортзал, получается. Вот мечтаем, чтобы нам построили новую школу с большим, огромным спортзалом. Новая школа все-таки, да? Новая школа было бы очень хорошо. 80 лет в школе. Поселок столько растет. все равно. Вокруг 45 километров от монумента Дружбы мы находимся. В поселке прописанных людей 800, а фактически проживает в 2 раза больше, потому что с Уфы приезжают, здесь снимают, или здесь строятся молодые семьи. А дети? Их дети в нашей школе учатся. Например, мужья работают в Уфе, а жены здесь с детьми занимаются. Многодетные семьи даже приезжают. Перспективы есть. Проектировали, нет школы? Еще пока нет. Ну, тут типовые проекты есть. Есть место, где можно построить, есть типовые проекты. Если В 2009 году начали строить школу на основе государственно-частного партнерства. Фундамент уже есть. Вот мечтаем, что нам достроят эту школу. Фундамент, наверное, сейчас уже... Ну, наверное, не очень актуально, там, скорее всего, переделывать надо будет. Это было лет 10 тому назад. Да, 10 лет прошло. Ну, народ надеется, что школу достроят у нас. Аварийный. Вот этот часть признан аварийной, да. Это будет точно. Да. В 2000-х годах здесь укрепляли фундамент, но у нас карстовые породы, оно уходит немножко. Здесь даже фундамент полностью на полметра укрепляли, но не помогло, к сожалению. Мы приглашали сюда специалистов, была идея эту часть здания снести, но когда начали рассматривать вариант, они до конца не понимают, то ли все здание на этом держится, то ли оно наоборот его тянет. Сказать, лучше не трогать, потому Здесь что может никто не утянуть стену. занимается. Здесь никто не занимается, это закрыто. Мы с 1 сентября все закрыли, здесь занятия не ведутся. Это просто вот как временное помещение. Это детсад. Рассчитано Это туалет на теплый. Туалет теплый, да? Да, здесь все внутри все. Идемте проходить. Здравствуйте. Это вот у нас детский сад. Здесь 19 детей у нас ходят. В этой группе мы и спим, и играем, и кушаем. Все в одной группе. Это все вот здесь? Да, все, одна комната у нас только. С 2002 Питание года. стоит, да, получается? Да. Даже типовое здание. С 2002 года они здесь находятся. А пригласить вообще в садике? Садик был, да. 67 детей от 0 до 7 лет в Ахлебино. Вот 19 если ходят, 14 официально вот, на очереди стоят. Некоторые своих детей везут в Нагаево, некоторые в Уфу. В Ивано-Казанку администрация предлагала, но они посмотрели, говорят, 12 километров даже на школьном автобусе возить, родители не согласились. Так-то вот стараемся выйти из ситуации.
у нас вот по результатам промжилстроя они вот рекомендуют нам с той стороны стену, которая немножко отходит, она щель получается, укрепить швеллерами, железными швеллерами. Вот на лето мы запланировали эту работу. ХЕК равно уже составляет смету, поэтому если вот эти работы в этом году полностью атмосфер обновлены, полностью штукатурка здания с улицы, снаружи все сделали. Это все такое, да, временное, конечно. Да, это чтобы здание держалось, чтобы вот, ну, как нам эксперт сказал, уж в ближайшие 5 лет, если вот это стоит, вот эти швеллерами укрепить, то 5 лет точно будет стоять школа. То есть у нас есть время построить новую школу. Так, 7 класс. Класс у нас сильный, старается. Есть отличники, ударники в этом классе. Есть дети из социального приюта у нас. Вот на сегодняшний день 22 ребенка из социального приюта Хабенска. Тоже здесь учатся, да. Их количество постоянно меняется. Да. Я вот тогда хотела обратить внимание, вот у нас вот эта стена отходит, и поэтому получается, что вот если его укрепить, еще 5 лет мы хорошо будет. Собственно говоря, она и есть самая проблемная. Строители приходили, экспертизу Да, сделали? да. И что они говорят? Ну, говорят, что это здание долго не простоит. То есть оно такое, это аварийненькое достаточно. Хочу вам показать один кабинет. Родители вот в прошлом году потратили 250 тысяч, отремонтировали вот этот кабинет. Они полностью, у них дочка пришла в 1 класс, а в этом году следующий кабинет за 400 тысяч отремонтировали. Вот. Они одинаковые, два кабинета. То есть есть родители, которые показывают материальную помощь, сами же ремонт организовывают. Раньше печное было такое? Раньше было печное, когда у нас школа только начала функционировать. В этой же школе учился герой Советского Союза Михаил Александрович Анискин. Он в 1944 году погиб, перед школой стоит свой бюст. Проходите, посмотрите. Вот здесь вот на 400 тысяч Денис Николаевич и Гузель Фирузовна Крашенинникова сделали полный ремонт кабинета. Окна поменяли за счет района в 2009 году полностью по всей школе. И в школе у нас тепло, все условия стараемся создать чисто. Стараемся, чтобы... вот эти вот парты приобрели по программе помощи от партии «Единая Россия». Здесь 6 парт, в другом кабинете 6 парт. Да, и у нас соседка стулья. немножко помощи старается. Да. Да. Ох, ты серьезно как? Административный диктант, полностью Мешать не четверти. будем. Они поэтому так и отреагировали, потому что слушали уже внимательно. Ага. А так тепло? Да, да? очень. Тепло, да? Кабинеты рассчитаны на 25 детей по проекту, они так и были построены. Ну вот Садитесь. у нас в каждом кабинете получается вот от 10 до 17 детей. Единственное, что 10-11 маловато класса. Так-то вот количество детей последние годы пока стабильно, не меняется. Мы надеемся, что у нас... Мы с главой обсудим, Хорошо. что делать. То есть школу на сколько примерно вам для учеников надо строить? Ну, 115, вот в Карамалах построили в 2006 году школу. Вот такая школа типовая была бы очень даже хорошо. Не знаю, может быть, школу, детский сад можно построить. А так-то, по идее, у нас здание детского сада, оно было двухэтажное, рассчитано на 4 группы, оно и сейчас функционирует. Просто единственное, что там... Да. Перспектив не имеет, по большому счету. Вот это здание, я не могу сказать, это, наверное, строители решают такой вопрос. Так, здание готово, хорошее, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Мы пометим как да, как вопрос для обсуждения, пока никаких решений нету. Хорошо. Альфредович, ну важно, что в школе уютно, чисто, уютно, тепло и очень, мне кажется, Но если комфортно. часть школы аварийная, это немножко страшно все равно, не дай бог, что-то произойдет. Мы экспертизу строительную сделаем, потом будем принимать решение. Но, с другой стороны, школа аварийной стала не сегодня и не вчера. Только надо ей 80 лет этой школе. Да, Поэтому старая школа. У нас таких школ, к сожалению, много в республике. Вот все они примерно в таком состоянии.
И строить надо. Будем. Будем, да. Школу Вахлебинина по поручению Ради Хабирова начнут проектировать, а мы едем дальше, в Вахлебининскую врачебную амбулаторию. Она расположена в приспособленном здании бывшего детского сада 1977 года постройки и не соответствует современным требованиям. Здесь у нас работает врач общей практики Мурсагулов Арсан Фанилевич. Население Хлебининского врачебного участка около 2500, прикреплены на обслуживание ФАПы. Это А вот вы врач общей практики. Врач общей практики, не терапевт, да? То есть вы вообще у нас и широкую связь, да. Мы хотели бы вам сейчас на 40 даже показать презентацию, что мы хотим здесь создать. Сейчас идемте ознакомимся с врачебной амбулаторией. Это вот люди все Это сидят, люди ждут, да. ждут, они что? Они ждут, чтобы сдать кровь из сдать кровь, пальчика, да. понятно. И в этом году мы получили по национальному проекту здравоохранения новую стоматологическую установку. Здесь Работает у нас тоже, да? работает, у нас приезжает по графику врач-стоматолог из Заглино каждую среду. Тоже по графику население знает, население довольно, Записывается. да, приходят, обслуживаются. А вот так вот как-то разделить нельзя. Вот так. Это, ну вот я говорю, это здание бывшего садика, поэтому мы большие помещения, что-то здесь планировать и делать, конечно, это неправильно, но там большие вложения нужны. Анализы потом как вы передаете? На анализы лаборант забирает с собой, и мы увозим. У нас Делаете и там делаем и через РМИАС передаем. А, через РНС, Да, вот, да, электронно да, передача. электронно может передать. Здесь у нас организован, Ради Фаридович, но это тоже дневной стационар. А вот он. Да, дневной стационар. Пришлось вот так вот немножко провести такую организацию. Здесь у нас Вообще женская... пользуются, нет? Да, да, Востребовано, востребовано, да. А вот сейчас пока никого нет или Они еще? сейчас пока сдают анализы, А потом сюда а потом сюда, И да. они до 6, да, или до скольки здесь? У нас В течение дня рабочего. в течение То есть рабочего приходят, дня, они сами уже регулируют. Здесь капельницы ставите какие-то, да? да. Капельницы, Все процессы. уколы внутривенные, внутримышечные. Потом люди отдыхают в течение 2 часов после процедуры и потом расходятся по домам. Востребованы, наверное. Да, да, Пожилые, да. наверное, в основном. Пожилые в основном, да. Потому что здесь население Вахлебинина в основном пожилого возраста, и поэтому они очень довольны. А туалет есть? Туалеты есть. Туалеты есть, да. Да. Мы хотели, да, показать, что мы хотели сделать. Уважаемый Ради Фаридович, в связи с тем, что вот у нас есть здесь и врач общей практики, и врач-педиатр, мы бы хотели создать на базе Ахлебининской врачебной амбулатории офис семейной медицины Иглинской центральной районной больницы. И для того, чтобы нам создать здесь офис врачебной практики, нам необходимо построить типовую врачебную амбулаторию, в которой будут все необходимые структурные подразделения, которые должны быть во врачебной амбулатории. Население сможет получать качественную и доступную медицинскую помощь. При необходимости, вот, когда врач общей практики будет вести прием, он же может, если какие-то будут серьезные заболевания выявлены у пациента, он сможет проконсультироваться с нашими специалистами в ЦРБ через Центр удаленных консультаций, или, значит, в более сложных случаях вызвать этих узких специалистов на себя и затем уже при необходимости направить в специализированное учреждение города Уфы, если будет такая необходимость. А вот это здание, оно непригодно совсем, да, если здесь лекарства? Идея была такая, что вот если мы ту школу с детсадом расформируем, то мы детсад переводим сюда обратно, а для медицины делаем ФАП. Вот такой модульный, да. Вот у вас вот это презентовано. Сметную документацию мы составили, Ради Фаридович. Здесь самая первая проблема – это нужно заменить кровлю. Заменить кровлю, ну, естественно, проводить все остальные работы. И где-то ориентировочная стоимость, вот если ремонтировать вот это здание, около 19,5 миллионов рублей. То есть сметная документация есть, она экспертизу прошла, а вот Новую можно построить вот это вот за эту коммерческое цену. предложение здесь, в принципе,
Я же говорю, сама я 22 миллиона видела эту стоит вот амбулаторию, эта модульная амбулатория. Хорошо, давайте мы сегодня это посмотрим. Мы решение точно примем, потому что вот здесь вот будем что-то делать. Либо реконструкция, либо новый. А место-то есть где строить? Да. Земельный участок есть, да. Есть Да, земельный потому участок. что Далеко отсюда, нет? Напротив. Да, потому что вот земельный участок, коммуникация, благоустройство территории, это уже как бы приоритет муниципального Мы это сами, образования, да, главы сельского поселения. Все остальное это уже... Спасибо. Мы подумаем, что что-то новое, хорошее вам построим. Потерпите немножко. Народу много приходит, да? Да. Да, вот так вот с утра, вот так Да. и все идет. Это сегодня еще немножко. Еще Да, немножко, сегодня еще немного. Пожилых, наверное, много приходит. Спасибо. Не болейте. Спасибо. Фрич, не согласились с вашим предложением здесь реконструкцию сделать? Они, наверное, лучше понимают. Все-таки они на земле здесь живут. Ну, вот из того, что мы точно амбулаторию будем строить, однозначно будем строить, одеться бы надо. Оденусь. Еще один вопрос, позвольте. По поводу медицины. Упорно, настойчиво вы уделяете огромное внимание медицине. Ну, знаете, иногда радуюсь, иногда расстраиваюсь. Вот эта поездка меня расстраивает, потому что, вот, видите, под Уфой вроде Глинский район, а вот и школа в таком состоянии. Вот мы первый ФАП смотрим, вернее, амбулатория. Ну, что будем помогать, мы упорные. Но вы вместе с тем отметили, что здесь люди хорошие, что здесь уютно, чисто. Ну, понятно, у нас везде чисто, уютно, и врачи очень добросовестно работают, но все равно. Спасибо. Что именно решит руководство Республики Башкортостан по поводу Ахлебининской врачебной амбулатории, станет известно позже. А пока продолжается рабочая поездка Ради Хабирова по Иглинскому району, и следующий объект – крестьянско-фермерское хозяйство в селе Ивано-Казанка. Отправляемся на башкирскую колодно-бортевую пасеку. Вы давно начали? А я с детства от своего деда научился еще. И вот сейчас вот лет 5 назад начал все это восстанавливать. То, что мечтал в детстве, чтобы такую колодно-бортевую пасеку сделать. Вот здесь у меня чуть-чуть производственная зона. Какое дерево нужно? Здесь, ну, я сосна. всегда делаю сосна, елка. Елка потеплее, но она помягче. А сосна пожестче, ну, стенки надо потолще вставлять, чтобы пчелки не замерзли. Вот так вот я их выставляю, обрабатываю, обжигаю там, ну, работы хватает. И получается, потом заселяю летом. И вот они все лето работают, собирают мед. Получается, там где-то килограммов от 5 до 15 получается бортевого меда. Очень качественного, вкусного. Потом как продаете? Просто Потом продаю. в сети или просто люди приезжают? Нет, получается, мы вот с Артуром Миратовичем организовали так, что сюда приезжают туристы постоянно. Вот. Туристы, то есть здесь получается мед снимается только один раз в году, это после 10 сентября. Вот целое лето записываются люди, которые хотят именно мед увидеть, получить. И они после 10-го приезжают сюда, со мной вместе, ходят, вырезают мед. То есть познавательный такой для них, интересный. То есть очень много народу интересуется. После 10 сентября, да? После 10-го, потому что пчелы выводят свой последний выводок на зиму, чтобы их не повредить. Бортовики всегда после 10 сентября получают отсюда мед. Ты. Они сколько надо себе оставляют. Они вот себе оставляют, я их прикрываю, чтобы этот. Вот когда минус 20 идет, она получает вот тут этот конденсат появляется, оттуда тепло идет. Его раз вычищаю, чтобы этот тепло шло, короче. Вот воздух откуда шел. Вот она. Да. Это вот у меня. Она это. Мне кажется, она плотно прям, да? Обязательно. Просто отсюда я пчел выселил осенью, потому что они не успели там. То есть я их поздно заселил в июле. Поэтому мне этот, конкретно вот этот пустой в данный момент. А вот те вот остальные все, это с пчелами. Сейчас. Первый раз такое видите или нет? Да, ну вот такой.
Я видел в дикой природе, а вот такое, чтобы... Кстати, насчет дикой природы. Вон в том дереве пчела семья. Прямо внутри Вот него. в этом, да? Да, прямо там Они наверху. Прям там вытесал Ну, ваша ему. семья улетела туда или? Нет, зачем? Я там выдолбил, как порть настоящую, как по технологии, по древнему. Все сделал, 2 года сушил, потому что дерево живое, сырое. Потом заселил, вот они мне первый год на зиму пошли. Мед дали осенью. Интересно вообще. А можно спросить пока вот здесь вот? А все пчелы приживаются? Или есть какие-то, или они должны быть особенные? Если башкирские пчелы, они приживаются. Потому что они соты строят сами все лето. А самые сильные соты выделяет это башкирская пчела. То есть другие пчелы там никак не могут выжить. Тем более башкирская пчела, она зимоустойчивая. Вы когда этим начали заниматься? Я этим начал заниматься примерно 5 лет назад. Аккуратнее, пожалуйста. Пруд, наверное, да, какой-то? Вот здесь у меня получается озеро. Вот там как раз зона отдыха для туристов. Да, вот здесь вот у нас остров получается. Вот на острове мы построили летом 2 стола по 18 метров. Вот придомлик мы принимали, которые фольклориада, которая 2. Такая. Вот здесь вот на мешках у меня бьются там. Стенд есть, стрельба из лука. А перекусить кафешку или что-то? Как таковой нету, вот именно вот эти люди столы, свои, да. да, То есть приходят? если много народу, и в данный момент пока своей кухни нету, мы вызываем какое-то кафе, которое понятно. да, может помочь нам. Да. А если мало народу, то и сами готовим все. У Фаниса здесь печка дровяная. Он замечательный шулюм готовит здесь. Ходи. На печь себе поспать, да? Вот, я вот на этой печке сплю. И вот это уже часть туристического маршрута, да? Ну, мы сделали как туристический маршрут, потому что люди спрашивали, а показывайте башкирскую пчелу и башкирский мед. А у тех, допустим, кому в Бурзян ехать далеко, там 3 часа, 4 часа буквально, мы их всех сюда. Ну так мы в прошлом году задумали, сделали. И буквально с июня у нас вот первое большое мероприятие, Бурзян, 160 иностранцев. Я вам фотографию отправлял? Да. Это вот здесь. Это здесь как раз было, да. Это летом, если приезжают, они что смотрят? Ну, просто смотрят, нет. Я их провожу экскурсию. В первую очередь рассказываю историю этого пчеловодства, именно бортевого, колодного, потому что история очень интересная. Потом рассказываю про пчел именно башкирских, почему это башкирские пчелы такие вот строят такие домики, почему они мед очень вкусный, самый качественный во всей России. Альфредович, понравилась вам пасека? Да, очень понравился. И мы вот сейчас долго сидели, обсуждали, как помогать, потому что это частное предприятие, и без помощи государства не разовьется. Вот искали формы поддержки, обсуждали. Будем проводить дополнительную сейчас встречу, я там дам поручение правительству. Но это еще одна из точек Пимонди, поэтому нам нужно готовиться очень быстро уже. И вот такой колорит, как здесь. Да, это да, да. всё-таки Я не сам везде. первый раз это вижу, да. Ладно, все, спасибо. Рахмат. До встречи.